Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 26 сентября по 2 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. Обязательно обратите на это внимание, потому что у нас у всех по-разному все-таки проигрываются данные прогнозы. И, если есть какие-то негативные, может быть, совпадения, получаются в прогнозе и выпадают какие-то негативные события, опять-таки, смотря такие прогнозы, как говорится, предупрежден, вооружен. То есть все можно поменять. И не стоит, конечно же, расстраиваться. И, конечно же, напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. И помните, что ваша судьба только в ваших руках. Итак, дорогие мои, давайте-ка будем смотреть недельку с 26 сентября по 2 октября. Также не забываем ставить лайки для обмена энергиями. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Наверное, вы также соскучились за пасьянсами, как и я. Итак, дорогие мои, смотрим, какими же могут быть события для вас. Есть первое событие у нас. Это гости. Либо вы идете в гости, либо к вам приходят в гости. Угу. Это не то сердечко. Так. Так, ну пока одно событие есть. У нас второе событие. Гости с выпивкой. Смотрите, то есть у нас будет здесь какое-то застолье, угощение. Для некоторых это проиграется, может быть, просто придут гости и выпьете чаек с пироженком. Или картошечки поедите. Кто-то чем-то угостит. Так, дальше смотрим. Есть у нас какое-то нерешенное дело. А что это за нерешенное дело? Давайте-ка посмотрим. Ну, смотрите, здесь какое-то нерешенное дело, и по поводу либо какой-то пары семейной, допустим, либо это у вас семейная пара, и вы будете с кем-то разговаривать по поводу чего-то. Есть какие-то сомнения по поводу какого-то, может быть, переезда, перемен, или какой-то торговли, или куда-то вот хотите отправиться, и будете, вот у вас может касаться нерешенное дело. Может быть, у некоторых проиграется вот так вот. То есть это не обязательно у всех. Прям все в гости побежали, прям все разговаривают, прям у всех новости какие-то. Ну вот где-то в чем-то вы сомневаетесь по поводу какого-то движения, по поводу каких-то перемен, по поводу куда-то поехать, какая-то длительная командировка вполне возможно, куда-то на расстояние на большое. Либо по поводу, может быть, отпуска. Ну вот что-то такое. Или куда-то вот уехать. Так. Ну сейчас такое в мире творится, что, наверное, с отпуском это не про сейчас. Смотрите. И получение косвенно здесь может быть касаться еще по поводу денег. Получение денег. Но деньги вполне возможно могут быть. А будут ли? Будет ли получение денег? Ага, они где-то лежат в банке, что ли.
Да, вам выдадут сумму, но может быть не такую большую, на которую вы рассчитывали. Так, есть тут какая-то еще ситуация. Смотрите, нужно обратить внимание либо на здоровье, либо посещение медучреждения, либо рядом с вами человек, который делает у вас за спиной какие-то подлости, нехорошие дела. Либо распускает сплетни и какие-то козни у вас за спиной происходят из-за этого человека. Скорее всего, это женщина. Потому что у нас змея показывает обычно женщин. Так, дальше смотрим. Смотрите, у нас тут еще косвенно может выпасть, но из-за того, что нерешенное дело, не можем мы соединить победа. То есть все-таки, скорее всего, победа может быть. Так, есть у нас ложь и обман. Ложь и обман. Вот от какого-то человека, ну вот больше это обычно проигрывается женщина. Обман, хитрость, какие-то уловки. Так, ну что, смотрим, что у нас еще совпадает. Так, кораблик у нас есть. Так, кораблик, вы в ожидании, ну, вполне возможно, в ожидании гостей, вот, как вариант. Так, в ожидании гостей. Дальше смотрим. А, вот цветочек у нас есть, да? Так, цветочек, куда ж? Исполнение желания. Цветочек у нас говорит об исполнении желания. Но опять-таки здесь могут быть какие-то козни со стороны какого-то человека. Нерешенное дело. Может быть, исполнится это дело, будет исполнение вашего желания, но есть козни и обман со стороны какого-то человека. Есть и сплетни, козни и обман, какая-то подлость со стороны этого человека. Так. Угу. Так, ну все, я вроде как больше ничего не вижу. Смотрите, давайте подытожим. Вы в ожидании чего-то, будут гости, приедут гости, будет застолье. Есть у вас ситуация какого-то нерешенного дела, но дело может разрешиться. Но есть еще момент, когда есть обман со стороны какого-то человека, может быть, вполне возможно, это женщина, которая либо строит козни у вас за спиной, делает какие-то подлости, либо распускает какие-то сплетни, кстати, либо просто вас обманывает. И еще обратите внимание на желудочно-кишечный тракт. То есть это еще может показывать посещение медицинских учреждений. Ну, что-то со здоровьем может быть еще. Так, и тут косвенно у нас есть получение денег и победа тоже, то есть исполнение желания. Но мы смотрели, что да, может быть, но есть какие-то переживания, сомнения, вам с кем-то, может быть, придется переговорить. Может быть, вот это переговорить с этим человеком, и он попытается как-то либо как-то так сделать, чтобы у вас что-то не получилось. Но вполне возможно, смотрите, у вас еще есть такая ситуация, я смотрю, тут, может быть, вам придется потратить на что-то деньги еще.
потому что косвенно здесь выпадает еще трата денег, мешок с деньгами, но этот денег опустошается, да. Для того, чтобы получить эти деньги, нужно потратить вот эти деньги. Вот такая вот ситуация. Вот такой для вас прогноз, дорогие мои. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Также мне важна обратная связь, насколько проигрываются данные прогнозы у вас. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых видео.